Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, жизнь в потребительском формате общества — это, по сути, выживание человека. Выживание в каком-то дефективном, деформированном мире, потому что куда ни глянь на все сферы человеческой жизни и человеческой деятельности, везде огромная масса проблем. И плюс ко всему, мы живем во время беспрецедентной концентрации всевозможных кризисов. От экономического до климатического кризиса. И люди просто не успевают даже адаптироваться ко всем этим обстоятельствам, быстро меняющимся. Ну и плюс ко всему, самое страшное, что эти кризисы еще и затрагивают самого человека. Нам навязывают нормальность, в которой пышным, бурным цветом расцветает агрессия, разобщенность, равнодушие, глупость, где одни люди борются с другими за каюты на тонущем корабле, другим навязывается игра, где им отводится роль, по сути, зверей, которые загнаны в угол и борются за кусок хлеба, за кусок еды друг с другом. И вы знаете, во всем этом мире радует лишь только то, что у этого болеющего потребительским форматом организма под названием человечество все еще есть здоровые клетки. Это те прекрасные люди, которые называют вещи своими именами. Черное черным, белое белым. Это те люди, которые не молчат. Те люди, которые делятся здравомыслием своим и формируют хотя бы коллективный такой иммунитет от этой губительной заразы. Это те люди, которые понимают, что наша сила, она в единении, что наше спасение — это построение созидательного общества, и они делают все возможное в этом направлении. Но надо честно признать, что в этом мире много еще и тех людей, которые выбирают другую стратегию, пассивную стратегию, стратегию просто наблюдать и надеяться. Либо надеяться на кого-то, либо надеяться на чудо какое-то, что все вернется на круги своя, что каким-то чудесным образом ситуация стабилизируется. Ведь раньше же такое было в жизни. И вот возникает такой вопрос: а откуда у нас такая убежденность и такая надежда, что во времена бурных перемен каких-то и кризисов нам нужно ничего не делать, а просто надеяться? Надеяться, что станет хорошо, как и раньше. Вопрос: было ли хорошо, как и раньше, и станет ли? Ответ простой на этот вопрос, я так скажу. Будет ли хорошо? Хорошо было, друзья. А вот будет ли хорошо, это зависит, конечно, от нас с вами. А вот почему у нас вот такая установка, что мы на кого-то перекладываем ответственность? Знаете, можно, конечно, на эту тему долго говорить, но давай мы попробуем в формате нашей передачи быстро, конкретно и по существу. По существу, друзья, нас на протяжении сотен лет, даже тысяч лет, нас превращали в безвольных рабов. И они добились своего. Те, кто хотел в действительности, чтобы общество было молчаливо, без собственного мнения, без порыва, скажем, такого к жизни. Да, мы хотим жить, да, у нас есть и порыв этот, но он не выражается ни в чем, кроме желания в голове и максимум болтовни на кухне. Разве не так? Сколько лет человечество кодировали, что за него кто-то должен решать. Любой, кто осмеливался выступить от своего «я», от своего желания, от человеческого, со своим пониманием этого мира, заканчивал очень плохо, назидание другим. И у нас выработался такой, знаете, рефлекс, что ты никто, ты ничто, ты должен сидеть и уповать на кого-то. Ну и вот мы имеем то, что мы имеем. Сейчас мы безвольное стадо, которое надеется, что кто-то придет и что-то сделает. И мы пришли в тот тупик торжества нашего потребительского формата, когда, может быть, и рад бы кто-то был прийти и сделать из тех, кому мы делегировали власть, кого мы назначили царями над собой. Они бы, может быть, и захотели изменить нынешнюю ситуацию на лучше. А многие из них даже не понимают, к сожалению, насколько ситуация сейчас серьезна. Но это пока. Скоро поймут. Но сделать они, к сожалению,
ничего не могут. И в этом правда. А мы так, как нас приучили, так, как нас воспитали, мы, как бараны, сидим и блеем, и ждем, когда придет пастух и отведет нас на новое, хорошее пастбище. Нет уже хороших пастбищ. Вообще, друзья, я хочу сказать, что как это не прискорбно, но не нужно надеяться сейчас, что все наладится и будем жить, как жили. Все закончилось. Жить, как жили, мы уже не будем. Мы не вернемся в тот спокойный мир, который был еще год назад, в буквальном смысле слова. Да, год назад еще было терпимо, год назад еще было хорошо. Но этот 2022 год от Рождества Христова изменил многое. Мы 10 лет назад об этом говорили, что придет 22 год, и вы все увидите. Он пришел, и очень многие прозрели. Да, согласен. Люди стали понимать, что с миром не то, что их на протяжении десятков лет обманывали. Им навязывали теорию антропогенного фактора, что сейчас мы немножко консолидируемся, прикроем пару заводов, прекратим пользоваться, скажем, машинами, которые много выбрасывают углекислоты, еще что-то, и все наладится. Оно не наладилось. И вот теперь для многих приходит осознание, что и зеленая энергетика, экология навредила гораздо больше, чем обычно на углеводородах. И это так. И что надеяться не на что. И самое страшное, что не на кого. Но по привычке мы сидим и ждем, когда кто-то за нас что-то сделает. Знаешь, самый настоящий утопичный мир. Это И правильно. ты здесь права, сказав, что мы все на одном тонущем корабле. Но беда в том, что у нас нет другого корабля. Нам нужно наш спасать корабль. Да, залатывать дыры. Да, все вместе. Знаете, не только экипаж, все обитатели этого корабля должны консолидироваться. И от нас зависит, сможем ли мы выжить или нет. О том, что вернуться к прежней хорошей жизни, можно только мечтать. Не будет этого. Сейчас кризисы будут усугубляться. Не только в геополитике, но и в экономике. Это повлечет за собой крах очень многих довольно успешных до сего времени людей. А что говорить о тех, кто и не был успешным? Проблем будет много. Но мы ведь человечество. В одиночку тяжело, но вместе мы сможем. От каждого из нас зависит, что мы выберем. Мы так и останемся закодированными рабами в этом потребительском формате. Ведь наш корабль даже не плывет уже. Вы же видите, как остановилась скорость экономики, человеческих взаимоотношений. Да банально даже, скажем так, та же геополитика. Она превратилась во что сейчас? Это можно наладить. Да, и политики, они ж не самоубийцы. Каждый из нас думает так, что смогут наладить. Все станет на место. А у меня вопрос к вам: а почему ж войны рождаются? Понятно, ответ есть у вас. Кому-то это выгодно. Это правильный ответ, кому-то это выгодно. Но сейчас, в наше время, продолжают разжигать ненависть друг к другу, воевать, в то время, когда рушится мир. Знаете, это мне напоминает действительно тонущий корабль, на палубе которого люди дерутся. Что-то они не поделили. Кому-то понравилась чужая каюта или еще что-то. Или кто-то кому-то что-то сказал. Это смешно, да? И вся толпа стоит и смотрит, как дерутся эти мужики в то время, когда тонет корабль. Скажите, разве это нормально? Можно ли это общество назвать адекватным? Простой вопрос. Корабль тонет, а все стоят и смотрят, как дерутся мужики. И вот это для нас сейчас самое важное. Кто ж победит? Друзья мои, мы должны победить.
Мы все. И вот это самое тяжелое, скажу тебе. Знаете, Игорь Михайлович, вот вы говорили про то, что насколько важен не только экипаж, но и каждый человек Конечно. для того, чтобы спасти этот корабль. Я вспоминаю, когда были расследования относительно тонущих кораблей или когда были расследования крушащихся лайнеров, самолетов, то выявили одну проблему важную. Эта проблема называется капитанизм, когда члены экипажа прекрасно знали, как, собственно, избежать угрозы Что падения и делать? крушения, да, но Но они не ждали надеялись, приказа. да, на капитана, который был, ну, в тот момент некомпетентен. И поэтому ты понимаешь, какая ответственность в такое турбулентное время на каждом человеке. Ведь во времена неопределенностей люди смотрят друг на друга, по сути, а как реагировать на это? А ты знаешь, что самое интересное, что сейчас во времена неопределенности, а мы действительно, друзья мои, во временах неопределенности, мы в периоде перекрестия, мы только выходим к тому камню, чтобы определиться, куда нам идти. И вот самое в это время неприятно — это то, что каждый из нас знает, куда надо идти. Каждый из нас знает, что нужно делать. Но мы как бараны. Мы надеемся на нашего капитана, пастуха, который нам отдаст приказ. Что не так? Каждый из нас может делать гораздо больше. Каждый из нас способен на многое, но мы ждем, когда сделает кто-то другой. Да, те, скажем так, умные, прекрасные люди, которые смогли в этих джунглях мира найти себя, они делают сейчас все для того, чтобы разбудить остальных. Ведь давай вот копнем. С 96-го года все больше и больше людей подключалось к изучению того же климата. Сколько ученых было подключено к этому, да и сейчас подключено. А сколько тех, кто хотел сказать правду, выходили, начинали говорить. Наши друзья, те ученые, которые работали с нами. Скольких из них убили? А кто убил? Простой вопрос. Да тех, кто лгал нам и кодировал, чтобы другим было неповадно рот открывать, пока они воруют наши деньги, прикрываясь какими-то мифическими изменениями климата вследствие антропогенного фактора, что якобы СО2 вот здесь все уничтожил. Ведь умные люди тогда еще поняли, что это ложь, и что это не малый цикл, который бывает чуть ли не каждое тысячелетие, что поднялась температура, потом опустилась, потом похолодание, такие качельки небольшие, которые совершает наша планета. А это действительно серьезная проблема, та, о которой нас предупреждали тысячи лет назад. И мы входим в этот цикл. Да не входим, уже вошли. Уже 22-й год. И он себя показал. Мы, Бог знает когда, предупредили людей. Да, мы не все раскрыли. Был краткий доклад. Но мы говорили: люди, обратите внимание, ведь нейтрино, исходящее из Земли, возросло. Очень сильно возросло. А это говорит о том, что там, внутри нашей планеты, произошли глобальнейшие изменения, которые приводят к дисфункции ядра. И начинается то, к чему мы уже пришли сейчас. Тогда еще мы говорили об этом, с нас смеялись. Нам, знаете, умные диванные критики и абсолютно на них похожие, неадекватные ученые с большими именами говорили: а вы покажите, как вы измерили нейтрино. На чем? Ведь для того, чтобы поймать это нейтрино, сейчас мощные установки стоят, огромные, не так все просто для них, но не для нас. Те люди, которые с нами работали на протяжении многих лет, они гораздо умнее этих диванных критиков и лжеученых, которые очень популярны в мире. И у нас была такая возможность. У
нас, скажем так, были компактные детекторы, позволяющие обнаружить количественно и качественно те же нейтрино. За то, что это была правда, заговорил один из наших хороших друзей. И его уже нет с нами, потому что он открыл рот и хотел рассказать, научно обосновать, опровергнуть эту критику вот этих приспособленцев, грантоедов, лжецов от науки. И он заплатил за это жизнью. А он был один из изобретателей как раз этого нейтринового детектора, портативного. И он был один из тех, кто много километров прошагал, неся на себе его. И установили тот факт, научный факт, что нейтрино в огромном количестве начало излучаться с нашей планеты. Ведь это же факт. А сейчас это подтвердили уже, и другие ученые. Это открытая информация последние годы. Видите, как меняется мир. Еще чуть-чуть, и все забудут о своих лживых, скажем так, теориях прикрытия огромного воровства. По-другому не скажешь. Я имею в виду те теории, которые касаются того, что климат не меняется, что это малый цикл, и те, что это антропогенный фактор. Ведь мы не отрицаем того, что мы как человечество, мы убили свою планету, но в экологическом смысле. Мы люди, мы уничтожили экологию, мы уничтожили иммунитет нашей планеты, а мы входим в 24-тысячелетний цикл. И вот здесь самая большая проблема для всего человечества, потому что пройти через него с подобным иммунитетом нашей планеты невозможно. И вот здесь каждый из нас, еще раз говорю, друзья, каждый из нас должен стать доктором для нашей планеты. И мы должны спасти ее. Но вопрос уже идет вне экологии, а в серьезных, фундаментальных решениях новой физики, той физики, о которой мы еще практически ничего не знаем. Но мы опять-таки не на пустом месте, а уже исходим из серьезного и многолетнего опыта работы как наших друзей, так и других умнейших людей нашей планеты, которые работают в этом направлении, но в закрытых КБ. Они работают на свои правительства, изобретая оружие, которым хотят их правители убивать нас, простых людей, для того, чтобы удержаться у власти, для того, чтобы заработать денег побольше. Или просто из-за того, что они сходят с ума. По-другому не скажешь. Но оружие — это уже ни к чему. Климатический Цербер в этом году показал свой характер. Он показал свои зубы и свой неуемный аппетит. Я думаю, даже до самых дурных и самых тупых уже доходит, что мы на грани огромной катастрофы мирового значения. И здесь в действительности нужно что-то предпринимать. Но что-то, то, что нас спасет. Просто сидеть и уповать на кого-то — это подписывать приговор себе и всем нам. Вот в чем смысл. Мы, люди, на протяжении многих лет уничтожали нашу планету. Мы вырубывали леса, мы загрязняли океан, мы миллиардами тонн доставали ископаемые. Мы разрушали нашу планету. Мы нарушали баланс, мы нарушали нагрузку на плиты, мы нарушали розу ветров. Мы нагревали нашу планету там, где не надо. Мы как паразиты в теле человека. Убивают его, так и мы, как паразиты, на теле нашей планеты. Буквально убили ее. Разве не так?
И вот теперь мы столкнулись с реальностью, когда каждый из нас должен стать доктором. Или же мы станем теми, кого просто не будет на этой планете. Это уже не шутки. И вот здесь ответственность лежит на каждом. И перекладывать ее на кого-то, ждать, что кто-то придет, спасет мир, тот, кому мы доверили управлять собой, тот, кому мы верим, на кого мы надеемся. Почему мы так делаем? Я повторюсь, друзья, потому что тысячи лет из нас делали безвольных баранов, которые служат своему правителю. Правители меняются, меняется идеология, идеи, а мы остаемся баранами. Пора, друзья, снимать бараньи шкуры и становиться людьми. Время пришло. И от каждого из нас зависит, выживем мы или нет. Я понимаю, что сознание будет упираться. Так оно устроено у нас. Слишком долго нами манипулировали, слишком долго мы молчали. Нам создали жизнь, которая нас свела до точки. Максимум нашего расширения хватало на семью. Ну, у кого-то еще на чуть большую семью. В фильме в какой-то или еще что-то, да? Ну, касательно производства, театра, где работаем мы. Мы немножко заботились о месте своей работы или о своем предприятии, у кого оно есть. Но не больше. А теперь пришло время стать человеком, здраво глянуть проблеме в глаза, принять взрослое решение и начать спасать весь мир. Так, как должен поступать человек, заботиться о всех и каждом. И главное — заботиться о своей планете, заботиться о своем доме. Но мы этого не умеем. Нас этому не учили. Поэтому придется все учить самим. Да, будет много проблем, будет много камней на этой дороге. Но если у нас есть цель выжить, то мы ее пройдем. И не стоит ни на кого уповать. Без нас, да, без тебя, мой друг, мы и не спасемся. Это факт. И уже, к сожалению, факт научный, обоснованный, многократно проверенный. Что еще скажешь? В такой ситуации, в которую попали мы как человечество, я могу сказать одно. Нужно уповать даже не на Бога. Ведь это наш выбор. Бог не имеет права вмешиваться в наши дела. Да, верующие сейчас возмутятся, скажут: Бог всесилен, конечно, всесилен. Он создал всю Вселенную, но нам Он дал свободу. Свободу выбора, кому служить. А что выбрали мы, а? Распяли Христа, предали пророка Мухаммеда, лучшего из людей. Скажите, что еще мы сделали для Бога хорошего, а? Когда Его посланников мы не принимаем, когда сердце разрывается и говорит, как нам поступить, а мы поступаем так, как шепчет дьявол. Мы разве верны были Богу? Слушали мы Его? Или кого мы слушали, друзья? Не стоит уповать на Бога. Он дал нам свободу выбора. И мы выбрали то, что мы выбрали. Нам остается уповать лишь на себя, друг на друга. Пришло время стать опорой каждому для каждого, стать одной большой человеческой семьей, стать цивилизацией. Наше спасение, друзья, в единении. Запомните это. Да, мы хотели поговорить, наверное, о многом. Извините. Сорвалось. Как говорят в народе, накипело. Так что, друзья, я буду краток. Давайте просто станем людьми. Правильно?
все в наших руках, и мы можем даже этот мир спасти. Мы можем построить здесь Эдем, мы можем сделать созидательное общество. Мы можем стать людьми и перестать предавать друг друга, перестать убивать друг друга. Мы можем начать заботиться друг о друге, любить друг друга. И мир изменится. И тогда Господь возрадуется, увидев нас. А можем остаться просто игрушками в руках шайтана. Но нас это не устраивает. Ведь мы хотим жить, ведь мы люди. И вот здесь самое важное. Давайте, друзья, просто начнем любить друг друга. Извините, что прямо и по-честному. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо и вам, друзья. Мир вам.